Жители Печорского района активно помогают пострадавшей в пожаре многодетной семье из села Приуральское. Люди несут одежду, перечисляют деньги. Информацию о начале сбора руководство сельского поселения опубликовало в социальных сетях. Напомню, все имущество семьи сгорело вместе с домом. Сегодня погорельцы пока живут у родственников. Как нашему телеканалу рассказала глава сельского поселения Вера Головина, для них уже присмотрели новое жилье. Очень такой хороший дом, чуть ли не, можно сказать, полублагоустроенный для села. Это вообще супер дом. Сейчас там, конечно, проживают у нас медработники, потому что они к нам выезжают вахтовым методом. Медработники. Ну, придется как-то вот попросить медработников, они будут проживать и в здании ФАПа, а туда вот они будут размещать вот эту вот семью. Отдельное помещение есть. Напомним, пожар в селе Приуральское произошел в ночь с 22 на 23 февраля. Дом сгорел полностью. В огне пострадал хозяин, который пытался самостоятельно тушить возгорание. Мужчину с сильными ожогами доставили в Печорскую ЦРБ. И, как стало известно, его собираются перевезти в Сыктывкар. К слову, от села Приуральское до Печоры, где находится самая ближайшая пожарная часть, 75 километров. Поэтому огнеборцы до места пожара добирались около часа. До их приезда с огнем боролась местная добровольная дружина. На каждый населенный пункт в каждом районе главой муниципалитета, а в целом глава республики утверждает план привлечения сил и средств, который расписывает до техники, до каждой машины, до каждого бойца, сколько, куда, в какие временные показатели должны прибыть пожарные. Неприкрытых, каких-то отдаленных, да, есть где-то отдаленные части от федеральной противопожарной службы. Да, не прикрывается противопожарная служба субъекта. Если там отдаленная противопожарная служба субъекта, значит, есть пожарные добровольцы. То есть все населенные пункты на сегодняшний день достаточно прикрыты.